Сегодня у нас тема урока диапазон. Что же такое диапазон? Диапазон – это звуковой объем, а точнее потенциальные возможности певца брать те или иные ноты. У каждого человека с рождения свой индивидуальный диапазон. Диапазон голоса – это те ноты, которые мы можем брать, то есть от низких нот и до самых высоких нот. То есть насколько наши голосовые связки могут растягиваться. Зачем же нам нужен диапазон и для чего его нужно определить? В первую очередь, конечно, для того, чтобы мы смогли правильно подобрать репертуар. Ребята, когда мы говорим о диапазоне, то мы имеем в виду физиологию певца, то есть насколько они подвижные, то есть растягиваются, гибкие, насколько они толстые. Так, например, девушка с тонкими эластичными связками, с таким диапазоном, скорее всего, у нее голос окажется сопрано, то есть высокая, да? Если же у мужчины связки не такие эластичные, они толстые, такие мясистые, да? То есть у него диапазон голоса будет низким, то есть бас. Кроме тембра и высокого звука, голосовой диапазон включает еще 3 параметра: разговорный, рабочий и общий. Сейчас мы коротко остановимся на этих 3 параметрах. Разговорный диапазон – это отрезок в 5-6 нот. Его мы используем в повседневной жизни. Его еще называют примарным. И второе, рабочий певческий диапазон – это отрезок голоса, где вокалист использует разработанные вокальными упражнениями ноты. Этот прием, конечно же, гораздо шире разговорного, но тоже ограничен. Рабочий диапазон легко развить вокальными упражнениями и вокальными распевками. И последнее, общий диапазон – это те звуки, которые вы можете извлечь, которые вы способны извлечь, но не пользуйтесь в пении. То есть это от самого низкого грудных звуков, допустим, и до самого высокого звука, то есть где мы можем спеть, просто пропищать, какой-то писк создать, да, издать. Ну и, конечно же, спросите вы, как увеличить свой певческий диапазон. Ну, во-первых, ребята, нужно выполнять ежедневно вокальные упражнения, вокальные распевки. Конечно же, у каждого это индивидуально, но начинать нужно с примарных нот, постепенно усложняя наши распевки, что помогает, естественно, нам увеличить наш певческий диапазон. Второе. Петь песню в разных тональностях, то есть можно на полтона выше петь, в следующий раз ее спеть на полтона ниже. Это помогает менять наш голос, то есть в непривычной тональности, что тоже очень помогает развить наш певческий диапазон. Сейчас, ребята, мы с вами выполним несколько вокальных упражнений, которые нам очень эффективно помогут расширить наш голосовой диапазон. Итак, упражнение на стаккато. Вдох через нос короткий, активный. Работает нижняя часть живота, плечи и грудная клетка на месте. Итак, носок лег, поем отрывисто короткие нотки. Ля, ха, 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 вдох, ля, ха, 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 вдох, ля, ха, 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 ля, ха, 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 вдох, ля, ха, 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 ля, ха, 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 ля, ха, 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 ля, ха, 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 ха.
молодцы, ребята. Следующее упражнение будем петь на трель. Его еще называем вертолет. Очень эффективное упражнение, которое нам поможет почувствовать нашу опору. То есть она помогает, чтобы наша опора работала. Одну руку ложим на живот и поем на слог. Вот на такую мелодию. Поехали. Хорошо, ребята, молодцы. Я жду от вас обратной связи. Я думаю, что у вас все получится. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы и до свидания.